В самом северном районе республики, Анабарском, больше 20 лет разводят якутских лошадей. Ну а месяц назад в табуне появились первые в этом году жеребята, рассказывает Розалия Борисова. К климату тундры за 20 лет лошади уже привыкли. В 80-е годы их привезли из Верхоянска. После ликвидации совхоза животных просто отпустили на волю. Сами по себе они находили пропитание до тех пор, пока у них снова не нашелся хозяин. Сегодня чуть больше 30 особей, что-то среднее между домашними и дикими лошадьми. Больше 10 особей зимуют за пределами поселка. Чтобы их найти, нам пришлось изрядно потрудиться. Они, как и северные олени, в поисках пищи очень часто меняют пастбище и выходят к людям только чтобы покормиться. Среди табуна резво бегает маленький жеребенок. Он уже второй в этом году. Первый стоит вместе с кобылой в гараже в поселке. С обмороженным ухом его нашли в мартовские морозы. С марта месяца начинается прикормка. Во время зимней навигации хозяева привозят около 2 тонн сена и несколько мешков овца. Но главной проблемой сегодня является паводок. Да, второй жеребенок. Ага. В этом году, возможно, их будет больше. Ну, они по берегу ходят. И когда паводок идет, они теряют количество из-за этого. Надо их в это время держать в изгороди. В этом вот проблема. С этого года лошадей должны приручить к содержанию в изгороде. Впервые за табунами начнет смотреть пастух. На строительство пункта выделено около 900 тысяч рублей. Планируется также заменить жеребцов и начать работу над увеличением поголовья. И через несколько лет на прилавках местных магазинов должна появиться жеребятина. Розалия Борисова, Егор Никифоров, НВК Саха, Анабар.